Россию исключили из Болонской системы образования из-за озвученной позиции ректорского состава по спецоперации на Украине. Это международное общеобразовательное пространство, где принята двухуровневая система образования – бакалавриат и магистратура. О плюсах и минусах Болонской системы спорят давно. АГУ в этой системе. Ректор Госуниверситета Олег Угварамия расскажет о том, что он думает о Болонской системе и что ждет высшее образование Абхазии. Здравствуйте, Олег Алексеевич. Сейчас в АГУ экзаменационная пора. У вас много дел, но тем не менее вы нашли время, чтобы ответить на наши вопросы. Россия выходит из Болонской системы образования из-за озвученной позиции ректорского состава по спецоперации на Украине. К сожалению, здесь вмешалась политика. АГУ тоже в этой системе. Это правильно. Если бы политики не мешали, а помогали, было бы все нормально. И того бы не было то, что сегодня на Украине. Болонская система, насколько я понимаю, придумывалась для того, чтобы повысить качество знаний студентов, для повышения мобильности студентов, для признания дипломов, для того, чтобы студенты могли после университета трудоустраиваться в Европе, на Западе. То, что я прочла вот за эти дни, мнение экспертов о том, что Болонская система в принципе создала достаточно большие проблемы образованию, качество образования не улучшилось, способствовало утечке мозгов. Насколько это так, это в целом. И по АГУ. АГУ в этой системе тоже с 2003 года. Каков опыт АГУ в этой системе, Болонской системе, что эта система нам дала? Болонская система была принята в 1999 году. Хотя до этого, при обсуждении этой системы в Лиссабоне, почти все ректоры университетов Европы были против. Вот как раз нарушение своих традиций и так далее, и так далее. Вот в мире существует 4 модели университета. Классическая – это немецкая, значит, Оксфордская система, французская система и чикагская система. В каждом университете мира какие-то элементы всех 4 моделей присутствуют. Мы не исключение, кстати говоря. Так вот, в 1999 году 29 стран подключились к этой декларации. Это не договор, не правило какое-то, декларация. Фактически ничему не обязывающая. Но вмешались политики, которые сказали: посмотрите, что происходит в мире. Такая миграция. Приезжают из разных стран люди с какими-то дипломами, признавать, не признавать там, и так далее. Вот это был повод для того, чтобы дальше подключились 20 стран, в том числе и Россия в 2003 году. Я присутствовал на съезде Российского союза ректоров, где выступал министр тогдашнего образования Владимир Михайлович, значит, который рассказал о том, что вот Россия тоже подключилась к Болонскому процессу и так далее. А в зале все были против этого. То есть ректорское сообщество было в целом против этого. То есть это политическое решение было? Это политическое решение. Болонская система – это унификация вузов, лишение их самобытности. Вот почему ректорское сообщество было против. Но вот посмотрите, какие основные моменты.
первое, конвертируемость дипломов. Это хорошо. Но на практике, как была необходимость нострификации дипломов, даже МГУ за границей, так и оставалось. Эта декларация нам не важна, вот мы конкретно делаем. Второе. Выбор предметов изучения самими студентами. Это не так просто сделать. Это сколько надо иметь преподавателей и так далее. Не всегда возможный вариант. Следующий. Одинаковые стандарты, в связи с чем легче перейти в зарубежные вузы или из зарубежных вузов, но последнее почти не имело места, а вот из России имело место. Был, значит, такой вариант: 4 года бакалавриат и 2 года магистратура. По любому направлению магистратуры. То есть я журналист, магистратуру я иду на инженера. Реально это? Нереально. Это из-за того, что папа там где-то работает, и я тоже буду энергетиком, хотя я журналист. У нас и в России, а мы как россияне, значит, тоже действовали все время, было получение второго высшего образования. Дальше система тестов. Насколько система тестирования реально оценивает знания Это, учащихся? можно сказать, эквивалентно зубрежке. Я был в Болонском университете, проводил семинар по алгебре и был у проректора. И спрашиваю, что нового вы внесли вот в Болонскую систему? Они сказали, мы от многих вещей сами отказались. Это называется Болонская система, это только место, где было принято, а не они авторы этого. Да. Но вот и когда перед нами стала задача, как быть, мы перешли на свою систему. Бакалавриат 4 года, затем на конкурсной основе менее 3,5 баллов, если по основным предметам, не переводить дальше в специалитет. Так вот, плюс 1 год после бакалавриата специалитет, и уже из специалитета в магистратуру только тех, которые уже проявили себя в научной работе. Когда я вот это докладывал на съезде Евразийской ассоциации в Москве, ну, все, честно говоря, хлопали, сказали, правильно, мы сохранили специалитет. Получается, вы частично сохранили форму классического образования, да? Даже не частично. Мы все выполнили. А вот почитайте сейчас все выступления, которые вокруг этой системы. Все говорят, бакалавриат, специалитет и магистратура сохраняются. А мы этим занимались все год после принятия Болонской системы. Все годы. И будем продолжать. Теперь, конечно, приоритет отдается и будет отдаваться теперь дальше специалитету. 5 лет в Московском университете есть направление, где специалитет 6 лет. Вот. Это сохранение фундаментальности образования. Вот почему МГУ так вот ценится. Мы, кстати говоря, каждый год направляем в Россию через Россотрудничество, через различные письма, выбивание квот. Приезжают сюда ректоры, с некоторыми из которых я бы очень хотел заключить договор, и они предлагали, но я сказал,
по вашей позиции я не хочу заключать договор, потому что у любого российского ректора, значит, задача побольше иностранных студентов. Это повышает финансирование вуза. Вот они и заинтересованы. И очень хорошая, так сказать, возможность брать абхазов из Абхазии. Вроде иностранцы, да, а вроде и свои. В связи с выходом из Болонской системы обсуждается, звучит мнение специалистов в образовательной сфере о том, что нужно вернуться вот к советской системе, вот этой классической. Вы как считаете, вот исходя из вашего опыта? Фактически вот то, что происходит сейчас вокруг, так сказать, этого создания своей национальной системы образования с сохранением бакалавриата, специалитета и магистратуры, это то, чем мы занимались все вот эти годы. И будем дальше продолжать. Для нас это не будет большой сложностью. То есть для АГУ ничего в принципе не меняется? Почти ничего не меняется. Конечно, мы будем пересматривать программы обучения. Программы. Не стандарты, так сказать, составления учебных и рабочих планов, а программы каждого курса и так далее. Мне обидно, значит, слышать некоторых, когда вот услышали, что вот, значит, мы все переходим на цифру, вот мы все онлайн там и прочее, дорогие мои. Даже уже стали вместо слова «знание» говорить «информация» и вводить вот этот термин «компетенции», «контенты» там, и так далее. Подражать, глупо подражать. Вот слово «знание» употребляется реже, чем информация. По смыслу эти понятия, так сказать, близки, но они различны, потому что пропадает усвоение. И вот я взял и в очередном номере трудов за 19-й год нашего университета я написал статью «Алгебраический подход к понятию образования». Математика везде работает. И в том числе, используя алгебру и логику, вот я написал такую статью, которая была, скажу честно, на расхват у моих коллег. Обучение требует от студента самостоятельной, творческой работы ума, которую не могут ускорить никакие информационные технологии. Это физиология человека. Помочь ему может только преподаватель, школьный учитель, вузовский преподаватель. Надо учить не запоминать, а размышлять, думать, доказывать, сомневаться, преодолевать. То есть в целом развитие аналитических способностей и критического мышления. Олег Алексеевич, вот эта система тестирования может преподаватель выяснить, насколько человек способен аналитически думать? Не может. Никто не заменит вот дуэт ученик-учитель. Все остальное – это вспомогательные вещи. Надо это всем понять. В Российской Федерации никогда не готовили узких специалистов, а мы старались по российским образовательным стандартам. Ценилось глубокое, базовое, фундаментальное образование, при котором легко можно переучиться, если это требуется, даже всю жизнь. А вот когда подготовили узкого специалиста, полуграмотно в гуманитарных вопросах, это несчастный человек. Если он работу потерял, все,
он должен всему переучиваться. Выход из болонской системы тогда приведет к изоляции образовательной такой, и России в том числе. Значит, вот неправильно говорят. Россия вышла. Россию вышли 11 апреля. Исключили. Да. Да, это было опять-таки политическое решение. Но абсолютно ничего, не страшно. Потому что 19-летний опыт, который имеется в том числе у российских вузов, у белорусских вузов, которых тоже, с которыми точно так же поступили. Они вне этого болонского процесса. Да. Так этот опыт сейчас позволит сделать по-настоящему национальные системы с использованием опыта последних 19 лет. То есть, возможно, бакалавриат останется или магистратура? Невозможно, а точно останется. Есть такие направления, по которым бакалавриат вполне достаточен. Но есть такие, по которым никак нельзя, значит, бакалавров выпускать. Ну, вот по медицине, по основным инженерным специальностям. Вот мы готовим, значит, медицинских биохимиков, но всегда был там специалитет, и сегодня. Сегодня 10 направлений, все по специалитету идут. Олег Алексеевич, может, опыт ТАГУ будут использовать? Ну, я не знаю. Это мы не претендуем на какие-то, так сказать, первые позиции в образовании. Но мы не отстаем от времени. Это точно. Пиар, который происходит, что мы вот чуть ли не впереди планеты всей и так далее, надо прекращать. Я это не позволяю ни нашим делать, и сам никогда не занимаюсь этим. Не до этого. Посмотрите на сельские школы. Сейчас экзаменационная пора. Как вы оцениваете знания абитуриентов, которые поступают в ВАГУ? Есть зажиточные семьи. Нанимают, значит, тех, которые репетиторством занимаются. И готовятся, кстати, по 2-3 предметам, по которым должен потом сдавать экзамены. Это одно. А другое – это заброшенные сельские школы. Дети из сельских школ. Если есть хороший учитель, обязательно все получится. Он не позволит опускать планку. Но если его нет, если школа дырявая, там, и прочее, и прочее. Сейчас мне скажут, вот мы столько миллионов на это. Пойдите и посмотрите, пожалуйста. К нам, когда приходят, нам все абсолютно очевидно. Я повторяю, пиариться проще всего. Хватит нам пиариться, что мы вот там, впереди планеты всей. Вот когда рассматривали на Евразийской ассоциации университетов вопрос о рейтингах, что менять там и так далее, и требовали, чтобы, значит, был включен в этот рейтинг, я уже сказал сегодня, значит, количество предметов, которые читаются на английском языке. Я поднял руку, и Виктор Антонович Садовнич тут же дал мне, я говорю, вы знаете, по одному показателю Абхазский университет на самом первом месте в мире. По количеству предметов, которые читаются на абхазском языке. Все начали хлопать. А система стажировок работает вот в ВАГУ? И по обмену ездят Вот студенты наши? Ключевой вопрос. Если бы мы все послевоенные годы надеялись только на наше государство, на те
процедуры, которые государство дает для того, чтобы и студенты, и преподаватель как-то пользовались тем, что у нас хорошие там отношения, братские с Россией и так далее, только этим мы бы сегодня плелись бы в хвосте. А есть другой, важнейший путь. Это двусторонние договоры между вузами. Не только дружественных стран, но сейчас есть список недружественных стран. Но есть профессора, которые с нами тоже хотят продолжить связи, приехать и почитать студентам нашим и так далее. Посмотрите на Санкт-Петербургский экономический форум. Сколько договоров? 130 государств было. Да, и столько договоров и так далее. Независимо от того, что их там, президенты в упор не видят Россию. Ее не видеть невозможно, она большая и сильная. Я тоже с большим огорчением воспринимаю то, что происходит в Украине. Вынужденная вот эта спецоперация. Но это трагедия, конечно. И для российского, и украинского народов. Наша трагедия. Ну разве 8 лет, когда буквально издевались над донбассцами, уничтожали, вот так легко могут пройти эти годы? Нет. Поэтому это вынужденность. Но дай Бог, чтобы она быстро закончилась. Иначе всем нам будет плохо. Неизбежно Россия после Донбасса не остановится. Потому что смысла не было бы тогда этой операции. А дальше все будет связано с тем, чтобы помочь Украине избавиться от того нацизма, который процветал и еще какое-то время не будет сдавать свои позиции. Но тогда должно быть правительство национального доверия. Олег Алексеевич, что ждет в ближайшее будущее высшее образование? Абхазия – независимое государство. А любое государство должно в первую очередь выбирать путь науки и образования и твердой приверженности национальным, духовным ценностям и традициям. Вот в России первый закон об образовании был при Иване Грозном принят. Мы топчемся на месте, потому что никак не придумали закон об образовании, который удовлетворял бы вот этим потребностям, о которых я сказал. Значит, вот под занавес 6-й состав парламента нашего принял в первом чтении закон об образовании, самый худший из всех рассматривавшихся. А теперь очень трудно будет что-то переделать, и мы будем, университет, будем рекомендовать переработать его очень существенно. И более того, как в России у нас единственный вуз государственный, Абхазский госуниверситет, и нужен закон об Абхазском государственном университете. Будем предлагать и помогать. Там 25 депутатов – это выпускники нашего вуза. Да. Образование – это фактор национальной безопасности.
очень существенный фактор. Можно подготовить очень грамотного человека, который грамотно будет бить по своему государству, или человека, который будет защищать и развивать свое государство.